Добрый вечер, уважаемые телезрители, радиослушатели телеканалов НВК Саха-Якутия-24 «Мамонт» и «Радио Татим». Вы смотрите телевизионные дебаты в прямом эфире. Меня зовут Влад Давыдов. Позвольте представить сегодняшних участников эфира. Это Гаврил Павлович Парахин, кандидат на должность главы Республики Саха-Якутия, выдвинутый партией ЛДПР. И его сегодняшний оппонент Петр Сысоевич Тумусов, доверенное лицо кандидата на должность главы Республики Саха-Якутия Владимира Богданова, выдвинутого партией «Справедливая Россия». Добрый вечер, уважаемые участники. Спасибо. Тема сегодняшнего нашего эфира звучит вот так: развитие культуры и патриотическое воспитание молодежи. Для вступительного слова у вас по теме по 1,5 минуты по алфавитному порядку. Начинает Гаврил Павлович Парахин. Вы начинаете. Время пошло. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Тема на самом деле очень важная, очень интересная. Тем более, буквально сегодня начались первые учебные занятия в наших школах. Я 1 сентября присутствовал на празднике День знаний, поздравлял первоклашек и, конечно же, сразу же обратил внимание в очередной раз: ничего не меняется, кроме как увеличилось количество первоклашек в школах. Школы остались те же самые, без вентиляции, не хватает площадей и, конечно же, самого главного, не хватает возможности в неурочное время заниматься именно патриотическим воспитанием, культурным воспитанием наших детей, потому что классы переполнены, учителя из-за этого нервничают, не могут полностью донести информацию. И вот этот замкнутый круг, экономика, нехватка средств, слабое качество уже преподавателей, многие преподаватели уезжают с нашей республики, все это приводит к тому, что у нас воспитание, патриотическое воспитание и вообще воспитание целое будущего нашего поколения, от которого зависит и будущее нашей республики, и будущее нашей страны, попадает в такую тупиковую ситуацию. Что делать? Вы, наверное, все видели и слышали, что сегодня одна задача у главы республики найти средства для того, чтобы продолжить пенсионную реформу. То есть такие уже серьезные вещи, уже не о молодежи думают, а уже думают о пенсионерах, не говоря уже о том, что где же взять деньги на школы и на дальнейшее развитие. Петр Сысоевич Тумусов, доверенное лицо Владимира Богданова от «Справедливой России». 1,5 минуты. Ваше видение по этой теме: развитие культуры и патриотическое воспитание молодежи. Минута 30. Спасибо. Уважаемые избиратели, 9 сентября предстоят важнейшие события в нашей республике. Это выборы всех уровней власти, начиная с Илдархана, заканчивая муниципальными образованиями. В этот день партии и их лидеры проводят большую работу по агитации своих взглядов, своих программ. Сегодняшняя тема «Культура и патриотическое воспитание молодежи», она, конечно, очень актуальная и важная, потому что с некультурной молодежью и непатриотичным населением строить, двигаться вперед — это очень проблематично, невозможно почти. Поэтому мы сегодня должны заниматься этой проблемой вплотную и поставить во главу угла этот вопрос. Почему культура очень сложная область? Потому что он всегда зависит от экономики, от состояния, благосостояния народа. Поэтому нам в первую очередь надо думать о благосостоянии семей, благосостоянии народа. Спасибо. Перейдем к вопросам, немного углубимся в эту тему. Поговорим мы сначала о культуре. Развитие культуры, каковы место и роль культуры в развитии, в дальнейшем развитии Якутии? Что вы об этом думаете? 2 минуты на ответ. Гаврил Павлович Парахин от ЛДПР начинает. Пожалуйста. Очень у нас большая республика, многонациональная. И в каждом улусе, районе нашей республики, в определенных наслегах, культура отличается от национальности, от вероисповедания, от того, чем занимается население в том или ином районе.
Мы же понимаем прекрасно, что Нерюнгри абсолютно отличается от Тикси, Тикси абсолютно отличается от Ленска, Чукурдах это рыба, это много снега, это олени, да? Ленск это Алекминск это картошка, зелень. Ну, то есть вообще абсолютно разные виды деятельности, особенно у населения, которое занимается именно вот такими вещами. И самое главное, и молодежь там другая, и мыслят по-другому. И люди абсолютно разные. Летая как депутат Государственного собрания Ултумены, встречаясь с жителями, проблемы на самом деле вроде бы одинаковые, но в то же время они существенно отличаются, и сами люди отличаются. И, конечно же, сегодня, ну, то, что сегодня у нас интернет, вот эти западные ценности превыше всего, вот именно воспитание ближе к западному, конечно же, оно рушит то, что было испокон веков, начиная с наших войн, с Великой Отечественной войны, начиная с того, что сегодня наши деды, прадеды, которых я еще вспоминаю, очень мало дается этому воспитанию в семье и в обществе, именно вспоминанию о том, что происходит, что происходило в те годы и какие были именно принципы жизни и как жили те люди в том поколении и как живут сегодня. Вот. Поэтому тут на самом деле это очень такой сложный вопрос. И он, конечно же, всегда зависит от том, как, в каком положении, настрое живут именно родители. Родители, которые являются первыми преподавателями Спасибо. наших Продолжите. молодежи. Очередь Петра Тумусова от «Справедливой России». Что вы думаете, каковы место и роль культуры в дальнейшем развитии республики? 2 минуты начинаются. Спасибо. Я разовью предыдущую мысль, потому что все-таки бытие определяет сознание, а культура – это область сознания в первую очередь. Поэтому в первую очередь нам надо обустроить материальное благосостояние людей, населения. Я вот долго работал главным наркологом республики, и я не понаслышке, я знаю, воочию видел, что творится в семьях неблагополучных, социально неблагополучных. Вот дети, молодежь, которые вырастают из этих семей неблагополучных, они тоже вырастают неблагополучными, им не до культуры и не до духовности. Они вот живут для того, чтобы как-то выжить. Это, конечно, всегда, когда спрашиваешь вот молодого человека, который каким-то образом попал в твое поле зрения, как врача-нарколога, и он всегда говорит, что родители такие, или там родителей вовсе нет, или только мама, или только папа. Неблагополучные семьи, да. Вот сейчас таких семей очень много образовалось из-за нашей жизни, из-за нашей экономики, из-за наших финансов. И я боюсь, что такая тенденция будет развиваться и дальше, и дальше. Поэтому партия «Справедливая Россия» разработала свою программу, которая точно выверена и учитывает все стороны жизни, в первую очередь, населения. И поэтому мы вот 4 первоочередных закона, которые будут приняты, мы будем руководствоваться и реализовывать эти законы, вот тогда у нас появится основа для культуры и нравственности. Спасибо. Вопрос следующий звучит довольно объемно, он довольно важный. Якутия и Россия. Какие мероприятия считаете основными для поддержки вековой гармонии межнациональных отношений? 2 минуты у вас на ответ, Гаврил Павлович, вы начинаете. О, какой серьезный вопрос Да. национальных отношений. Ну, во-первых, как я думаю, что культура и развитие культуры — это не только там люди, которые ходят на спектакли или там живут в культурной столице, там, в Санкт-Петербурге, там, в Москве. На самом деле человек может жить в деревушке и жить на крайнем севере, как у нас, да, и гораздо быть патриотичней, духовно развиваться в этом направлении, быть честным, порядочным, воспитывать своих правильно детей. Почему у нас сегодня проблема возникает в патриотизме, в воспитании нашего подрастающего поколения? Потому что родители не так
много есть возможность уделять нашим детям. В основном должны, где больше дети наши проводят? Это на улице, с компьютером и в школе. В школе должно быть, естественно, занятия после учебных занятий, какие-то дополнительные занятия, но этого нету, потому что у нас 2 смены, мы учимся. Естественно, педагоги и преподаватели не могут донести именно эту тему патриотизма. Конечно же, и вопрос в том, что запретить интернет мы тоже не можем. И вот это вот воспитание многонациональное, оно, конечно, в национальной республике по национальному признаку, оно на самом деле его не хватает в наших школах. И, конечно же, мы должны на это обратить огромное внимание. Ну и самое главное, у нас же как замкнутый круг. Нету нормальной достойной зарплаты родителям, нету достаточной экономики, которую мы обсуждали, нету развития предпринимательства. Из-за этого страдают дети. Почему? Потому что родители думают о том уже последние годы, как заплатить за ипотеку, думают о том, как закрыть кредит, думают, как ребенка сейчас собрать к школе, а не о каком-то воспитании. Понимаете? Ну хорошо, что у нас, да, вот в этом году там есть возможность дождь, солнце, грибочки сходить, погулять с детьми, выделить внимание. Но основное это то, что нужно сегодня заниматься, иметь хорошее настроение для себя и для своих детей, и рассказать, как Спасибо, было, Гаврил вот этого Павлович, нет. время истекло. Якутия и Россия, какие мероприятия считаете основными для поддержания многовековой гармонии в межнациональных отношениях? У вас 2 минуты, пожалуйста. Ну, я считаю, что в первую очередь толерантность. Толерантность друг к другу. Потому что Якутия – это полигон, это место, где происходит взаимодействие массы культур. И это происходит массово. И в последнее время это происходит очень разнообразно. Раньше, значит, мы контактировали, мы вместе жили, например, с русскими, там, с украинцами больше. Сейчас вот появляются китайцы, появляется Средняя Азия. И вопросы толерантности, они всегда должны быть центром настрое внимания. Надо воспитывать нам молодежь, воспитывать население принципам толерантности, терпения, понимания. Вот тогда у нас будет взаимопонимание и мир. Якутия край, где проживают северные народы с богатой очень культурой. И вот это наши грандиозные мероприятия, эсэхи, наш театр, наше искусство, вот сейчас и киноискусство, все это необыкновенно способствует тому, что будет у нас мир и понимание между народами. Всегда у нас этот вопрос стоял на первых рядах воспитания культуры, нравственности. И я очень надеюсь, что это продолжится и в будущем. Мы, справедливая партия «Справедливая Россия», будем уделять на это много внимания и сохранять те тенденции, которые сложились в последнее время и веками, пока мы живем тут. И я думаю, что будет благополучно. Спасибо. Еще один вопрос, довольно тоже обширный. Должна ли культура Якутии облекаться в новые современные форматы, чтобы быть понятной молодому поколению и представителям других культур? Гаврил Павлович Парахин, ЛДПР, вы начинаете, 2 минуты на ответ. Ну, конечно, должна. И сегодня я уже не раз говорил, да, что на то же СМИ у нас выделяются там огромные деньги на развитие СМИ, интернет-СМИ. Вот. И, конечно же, хотелось бы, чтобы вот эти вот издания, вот эти формы, именно которые доносят до молодого поколения, доносили на самом деле очень что-то хорошее и положительное о выдающихся людях, о патриотах нашей республики, о патриотах нашей страны, примеры. В спорте на данный момент, на современном этапе, именно какие-то достижения, связанные в области культуры, неважно какие, и в области танцев, и в области спектаклей. И именно то, что вот сегодня, я думаю, молодое поколение показало фильм «Генетис», да, это же как бы на самом деле и показывает и то, что было раньше, и как вот сейчас отношения именно
к этому образу жизни людей, которые добывают кость, как они рискуют, как они едут, какая вообще идет, показывается размеры нашей республики, достояние природы. Эти все моменты надо показывать почаще, а поменьше показывать именно уголовное что-то, плохое, вот эти боевики и все остальное прочее. То есть мы должны это убрать на второй план. То есть криминал, что происходит, а больше доносить именно вот такого положительного. И тогда современная молодежь, может быть, тогда откажется от воздействия именно вот этих капиталистического настроя к нам. Ну и самое главное, я хотел еще раз озвучить, что вот эти все вещи, они все равно зависят от достояния и благосостояния жителей нашей республики. Как они живут. То есть за последнее время очень громадная безработица, нету трудовых рабочих мест, а говорить о том, что как еще и развивать культуру и как донести этим детям, очень тяжело. Спасибо. Новые современные форматы культуры Якутии, нужны ли они, должны ли быть они, чтобы быть понятны молодому поколению и другим представителям культур? Пожалуйста, 2 минуты. Спасибо. Да, безусловно, надо, потому что культура – это очень вещь гибкая, живая, это живой организм, и она должна приспосабливаться, учитывать то время, в которое она развивается, Вот мне сегодня, я вот хожу мимо кинотеатра Лена, и я с радостью вижу вот на большой афише, большими буквами, красиво написано «Премьера нашего фильма художественного», который стал лауреатом, многих международных фестивалей «Сар птица». И я вот с нетерпением жду в сентябре увидеть этот фильм. Вот это, я считаю, факт. Это реальное воплощение, вот как развивается наша культура якутская, как, приспосабливается, какие формы приобретает нынешнее время. Раньше-то у нас киноиндустрии, не то что киноиндустрии, а киносъемок-то у нас совсем мало было. Теперь, у нас появились энтузиасты, авторы, режиссеры, сценаристы, которые вышли на мировой уровень. Вот так и надо развиваться в культуре. Но все равно, бытие определяет сознание, поэтому нам в первую очередь необходимо принять первоочередные меры, чтобы семьи жили в достатке, они были спокойны в будущем, в своем будущем. И вот тогда только начнет развиваться настоящая культура и нравственность, духовное развитие. Поэтому «Справедливая Россия» разработала 4 первоочередных закона, которые, в случае избрания мы будем реализовывать на практике. Спасибо вам. Ну что ж, на заключительный раунд у вас будет по 30 секунд, чтобы обратиться к жителям республики, которые сейчас нас в прямом эфире смотрят. До выборов осталось совсем немного времени, и, пожалуйста, можете сказать напрямую нашим избирателям ваши пожелания. Пожалуйста, Гаврил Павлович Парахин, ЛДПР, ваши 30 секунд. Папы, мамы, бабушки и дедушки, с первой рабочей недели для ваших детей, чтобы они учились хорошо, а вам терпение. 9 сентября придите, потому что сегодня вы сами видите, 20% нашего населения живет ниже прожиточного минимума в республике Саха. Мы занимаем 75 место. И ухудшилось за 3 года. Безработица на 67 месте из 85. Голосуйте за Парахина Гаврила, и мы поменяем судьбу нашей республики в корне. За ЛДПР, победит Якутия. Спасибо. Сейчас Петр Тумусов, доверенное лицо кандидата на должность главы республики Владимира Богданова от партии «Справедливая Россия». Ваши 30 секунд обращения к якутянам. Пожалуйста. Спасибо. Дорогие избиратели, 9 сентября приходите в избирательные участки и голосуйте за «Справедливую Россию» и за его кандидата Владимира Богданова. «Справедливая Россия» – это единственная партия, которая сегодня пришла к выборам с конкретными, реальными предложениями. И мы будем бороться за их претворение в жизнь. За справедливую Россию. Спасибо. Благодарю вас сегодня за эфир. Уважаемые телезрители, прощаюсь с вами ненадолго. Через 25 минут дебаты к выборам депутатов Госсобрания Илтумен Республики не пропустите. До скорого. До свидания.